Дорогие ачимчирцы, я рада вас приветствовать. Вы знаете, так волнительно мне сегодня выступать, потому что я как бы не должна была быть сегодня здесь, но позвонили, вдруг сказали, что по просьбе. Но мне это вот правда душу греет, это очень приятно. Спасибо вам большое. Да, и я, знаете как, наверное, хочу свою речь начать, может быть, для ачимчирцев, для Ачимчирского района это прошло незаметно, но я хочу начать с благодарности именно с вас, именно с Ачимчиры, именно с Ачимчирского района начался вот тот переломный момент, когда мы смогли собрать народ в вопросе апартаментов, инвестиционного соглашения. Вы поверьте, я абсолютно не преувеличиваю вашу роль. Именно вот сейчас вы сказали, что не было возможности выступить. Помните, когда мы собирались? Именно вот эти ситуации и дали возможность понять, вот благодаря вам, вашему отношению, понять, что мы на верном пути, мы правильно выступаем против инвестиционного соглашения и против апартаментов. Но нас называл тогда, в тот период, Аслан Бжаня говорил такую фразу: агрессивное меньшинство. Но Аслан Бжаня, видимо, знал плохо историю, и его команда, правда, видимо, знала плохо историю. Я хочу просто напомнить ему, а в 92-м и 93-м нас было малое агрессивное меньшинство, и мы смогли победить. Именно сила нашего абхазского народа, она ведь заключается не в меньшинстве, она заключается в правде. И правда сегодня на нашей стороне. Вы знаете, я хочу вас попросить прощения, что я не говорю на абхазском, да, плохо владею. Но мои дети учились в абхазской школе, хорошо читают, пишут. Может быть, не очень хорошо говорят, но тоже стараются. Знаете, не всегда нужно говорить, можно великолепно говорить по-абхазски, но надо жить по-абхазски, надо жить по совести. И вот вы знаете, вот сейчас наша команда, это мои друзья, мои близкие, вот ездят по городам, по районам. Вы знаете, я хочу сказать одну очень важную вещь. Ведь то, что делает команда Адгура Арзанова и Алхаса Джинджуля и всех присутствующих здесь, это ведь правда, за которую мы стоим. У Адгура очень хороший девиз, у Адгура Арзанова хороший девиз: «Страна не продается». Мы не можем ее продать. Вы знаете, вот сейчас один из кандидатов выступает, наверное, вам станет понятно, кто это, говорит, что вот благодаря его достижениям, благодаря его просьбам, сейчас на нас вылился рог изобилия всех вот таких благ, то есть открыли аэропорт, свет нам уже не выключают. Все, оказывается, это благодаря одному из кандидатов. Меня просто очень сильно волнует вопрос: а где этот кандидат был все 5 лет? Меня вообще возмущает, я вам хочу процитировать фразу одной журналистки, которая хотела, сейчас открыли аэропорт, а она попасть туда не смогла только потому, что это территория другой страны. Это что? Я хочу, дорогие друзья, дорогие ачимчирцы, спасибо вам за приглашение. Я хочу вам сказать, сегодня команда Адгура Арзанова, Алхаса Джинджуля, это, знаете, это вот какую-то я проведу аналогию, пусть она вас немножко не смущает. Мы практически находимся на этапе, как мы были в 92 году, помните, перед началом войны. Вот сейчас мы на этапе переломного момента. Вот сейчас именно стоит вопрос: быть нашей стране, либо ей не быть. Сохраним мы свою страну. Не для великих таких свершений, а для своих детей, для своей нации, для своего народа, которого многочисленного, многонационального народа. Сохраним эту маленькую землю для всех нас. Вот сейчас какой стоит период. Мы вот на каком этапе историческом находимся. Поэтому это не война, но это такой критический, очень важный момент, который нам вот 15 февраля даст возможность понять: мы сохраняем свою родину для своего народа, либо мы живем так, как там сказано в этой фразе, это территория другой страны. И я вас прошу,
У нас, знаете, мы, абхазцы, такой народ, мы всегда проявляем в час беды, вот такой сложный момент, мы проявляем мудрость. Я верю в нашу мудрость, я верю в нашу правду, и я верю в наше хорошее будущее. Я Алхаз, я верю в вас, потому что я знаю, я достаточно долго с ними, но я правда им верю. И я прошу поверить в наш народ. Спасибо еще раз, Ачучутсе. Всего хорошего.